Вечер, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Я Петр Цепандин. Как обычно, мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая» у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Захаров Петр Иванович. Петр Иванович, добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Да, Петр Иванович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением кардиохирургии нашего Национального центра медицины. Вот, Петр Иванович, спасибо, что вы любезно согласились быть гостем нашей передачи. Да. Да, и не начиная издалека, сразу скажу, с чем вы к нам сегодня пришли, учитывая то, что у нас кулинарное ток-шоу. Ну, Что мы будем готовить сегодня? Добрый день еще раз. Ага. Ну, я сегодня принес омуль Сердеколымской. Так. Вот, я решил приготовить северное блюдо, потому как мы живем на севере, и омуль у нас, как говорится, можно вполне доступно достать. Да. Сама рыба, Мгм. картошка, лук, сметана, зелень, сыр и все. Все общедоступные Да, продукты. да, очень Домашних вкусно. условиях. Да, домашних Всё своё. можно, каждый Практически может. получается блюдо ПП, да? Да, да. Которое подпадает вот под новое модное веяние правильное питание. Да, Да? да, И всегда. учитывая то, что вы говорите, что вы покажете, как это делать, то получается, что вы не раз это делали. Ну, Рука набита, да, скажем так. сейчас посмотрим. Сейчас после передачи оценим, да, особенно Семен, да. Заранее не буду Хорошо. хвастаться. Ну что ж, давайте начинать. Давайте приступим. Хорошо. Давайте Давайте приступаем. поменяемся местами. Давайте. Ага. Спасибо. Рыбы вы уже подготовили, я смотрю, очистили так Да, аккуратно. рыбу я Да? почистил, чтобы Ага. время не Очень таки тратить. Так, профессионально, да? так, и все почистил, внутренности убрал. Вы будете это запекать, да? Да, еще. Ага. Рука сильная у меня. Рыба свежая, как говорится, Хорошая, жирная. хорошая, да. И Семен уже первую Да. оценку сделал, говорит, это. Омуль, Всегда она получается вкусная, Ага. омуль вообще. потому что она вкусная. Да. Омуль очень жирненький сам по себе. Так, сметана деревенская у нас. Давайте Да. я вот. Ну что, Вы ну пока что? можете рассказывать, я пока тут лишнего Да, своей хорошо. легкой рукой я уберу. Ага. Легкой рукой. Да. Так, Петр Иванович, немножко расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы родом. В общем, как пришли в профессию? Собственное портфолио, Ну, так сказать, да? Возьмите вот салфетку. Я родом из Кобяйского Ага. улуса, родился в деревне маленькой, вырос в деревне, скучаю, очень природа красивая там. Да. Кстати, вот самые большие березы там находятся. Хотя вот всегда песни поют, вот как будто это вроде как чурапче там. Когда сам. надах, вчера надах, обязательно вроде как чурапче, чурапче, да. чурапче. Ну просто про На самом деле вот это, потому что я так доказательства есть, что художница одна ездила, ну, путешествовала по Кобяйскому улусу, и там заметила именно вот, оказывается, Высокие, самые большие березы статные Якутии это березы, у нас в Кобяйском улусе находятся. Ну, именно мой, где я родился, вот деревня большой такой, между двумя большими озерами, территория такая, большая, поле такое, и вот лесочки. Это, Ну это прям у вас в памяти врезалось, да? да, все памяти. Скучаю по этим березкам. Мы там баловались в детстве, босиком бегали. Все это, конечно, хочется съездить, посмотреть свою родину. Ну, у нас же Ну. обычно каждый район, каждый улус чем-то звонит. Ну, Кобяй всегда вспоминают же, да. Ну, кобяйские что, караси. Да. Караси, Ну, наверное, кушают. Кобяйские караси, и у нас это газ, Вот. первый промышленный. Нашли, Да, да. газ, это из промышленный, поселок промышленный, оттуда газ тянули в Якутск. Мгм. Первый газопровод был из Кобяйского. С Кобяйского. Да. Так, а как вы пришли к профессии? Ну, я пришел в профессию постепенно. Тогда подробнее. Ну, у меня мать больная была, я об этом всегда говорю. Ага. И у меня вот, как можно сказать, с малых лет у меня вот сложилось желание стать врачом, спасать людей. Людей. Ага. Вот. И научился я по математике, физике, химии, там очень хорошо, отличником был. Но тем не менее, все так удивились, что и думали, что я стану физиком там. Да. или Ну, то есть математиком, да, вроде да. как бы наклонность надо пойти, да? Я стал врачом. И вот. Ну, то есть это во сколько лет это уже желание появилось? Ну, в начальных классах. Даже так? Да. Ну, то есть уже вы же были мальчиком, что видели маму, как страдает, и из-за этого. Да.
Ну, надо же. Ну, вот так, как-то в голове или в душе там все Да, было что-то всё где-то постоянно, было. да. Ага. Можно сказать, это же своего рода самопожертвование некое произошло. Ну, так сказать, да, можно в какой-то степени. Я мог бы строителем хорошим стать, думаю, Мгм. художником мог бы стать, хорошо рисовал. Ну, то есть больше технические такие наклонности были, да? Ну, были. Ага. Ну, любил физический труд, люблю и до сих пор люблю. Мгм. Поэтому строитель хороший вышел бы из меня, наверное. Инженер, да? Инженер. Ну и руки, получается, если вы хирург, то руки с правильное место растут, правильно же? Потому что руками же тоже делать, это же не просто так. Конечно. Обычная физиология, мелкая моторика и все прочее, да? Ну, Ягоды, наверное, быстро собираете. это приходит со временем, Ага. как говорится. Главное, чтобы желание было. Хирургом сразу не становится. Допустим, я первый раз, когда увидел перевязочный, когда профессор Пекарский перевязку проводил, увидел кровь, и мне плохо стало. Ну да, это, конечно, Да, это студентом нормальная был. человеческая реакция. Да, я убежал оттуда, вышел, и потом, но все равно заставил связь. Сейчас нормально воспринимаю все. Не, ну еще бы, как говорится, да. Все это надо преодолевать. Так, ну то есть, есть- допустим, школу вы заканчивали, решили стать врачом, и что вы сделали, куда вы пошли учиться? Но я служил в армии в Томской области. ну тогда да, конечно, сразу. И, в общем, там знал, что там мединститут очень сильный. Там Томский? большие академики. Так. Там был, и решил поступать туда после армии. Сразу же. Поехал и поступил. Просто так. Экзамены сдал. Поехал, поступил. Экзамены сдал. Ага, Но я же там как готовился. ага. И, вернулся с армии я осенью. Ну, и получается, зимой я полгода уже работал в совхозе и готовился к экзаменам. И поехал. Параллельно. Да. Днем работаю, вечером, да. Мгм. Ну то есть тогда реально Советский Союз было же так: школа, производство, армия. Да. Да. Вот, ровно вот Ага. по такой накатанной тогда. Ну, я пошли. после школы сразу пошел работать скотоводом. Мгм. Ага. Потому Ну, что, скорее всего, потому что- родным помогать. Потому что путевку не дали. Тогда была необходима путевка комсомольская. Да. И чтобы документы сдавать, там документы без путевки не принимали в ВУЗ. Мгм. И у меня путевки не было. Школа, производство. Да, потому что соответственно, я поэтому так, да. комсомолцем не был. Да, почему? Ага. Ну, почему-то отказался поступать. Да? просто. Да, и Диссидентом были? из-за этого меня не дали путевку, и я пошел работать в совхоз после школы. Потом написал заявление, осенью написал заявление в армию, пошел в армию служить. Хотел морфлот, но не получилось. Мгм. Военком меня вызвал себе, Миронов, майор Миронов был такой хороший дядька, со мной так поговорил, там, извини, там, типа, там, в этом году набора нет морфлот, тебе придется служить в ракетных войсках. Ну, так Ну, еще да. почетнее же, по-моему, нет? До сих пор я помню, он так со мной так разговаривал. Так, сейчас мало таких людей, думаю. Так, мы рыбу Так, да, подготовили. Семен между тем. Давайте мы ее переложим пока в тазик. Тазик. Ну, гастроемкость, да. Сметана, да. Сюда сметану надо, да? Ага, обмакаем сметаной. Сейчас, хорошо. Так. Мы это убираем. Так. И сметана. прям. Ложку можешь передать? Ложечку. И тряпку. Ложечку. Так. А где наши ложечки? Все есть, держи. И тряпочку. Да, мы тряпку. Мгм. Сейчас давайте это протерем. Мгм. Такую добротную ложку, да? Или Водить. Да, обмакаем это ваш рецепт? полностью. Да, я еще, потом да? помешаю так. Ага. Еще, да? Ну так, помажем. Так. А я вот почему-то чувствую, что мне надо картошку почистить. Да, картошку надо почистить, и это зелень порезать. Лук надо порезать еще. Лук потихоньку порежем, ага. Ага. Всю картошку нужно? Да нет, так, немного. Посмотрим. Слой, один слой это был. Так, и противень, да? Кладем. Да. Противень мы сейчас дадим. Противень. Итак, поступили вы в Томск, закончили. Ординатура наверняка, да? Нет, ординатура тогда, я просто институт закончил. Угу. И Давайте сюда чуть-чуть. мгм. Так, кладем так, да? Ага. Ну, я насчет Томска хочу сказать, с учителями
мне очень повезло вообще по жизни, да. В школе меня учил Василий Иванович Ядреев, такой прекрасный человек, учитель мой. Такой, он был уже в возрасте, ну, он такой. И у меня память осталась, он до 4 класса нас в начальном классе учил. Потом в институте меня нашим куратором тоже стал великий кардиохирург Пекарский Викентий Викентьевич. Тоже это очень повезло мне в этом плане, да. И он очень меня любил, как бы любимчиком был я для него. Так, лук вот так или кубиками? А вот так, и слой сверху кладем, да. Так, И он все время меня брал на операции, на сердце. Он оперировал на сердце тогда. Ну, то есть вы Тогда по России вообще много не оперировали на сердце. И вот он меня всегда брал ассистентом. Вы будучи уже студентом, ну, то есть Да, в с 7 месяцев ходили? третьего курса. Ага. Вот. И он такой строгий был. Если я постоял на операции, должен оставаться дежурить около этого больного. Ну, после операции. Он, да, требовал это. Если ты коснулся там, типа, до сердца, уже должен оставаться. И ничего страшного. Вот так. Ага. Хорошенько попечим, посолим. Потом приехал на родину, вернулся. И мне тоже очень повезло в плане тоже учителя. Я попал в руки тоже, можно сказать, великого хирурга, ну, учителя многих поколений хирургов, Романова Ивана Константиновича, покойного. То есть вам по жизни вообще везет? Да, по учителям везет. По учителям? Да. Потом поехал в ординатуру учиться, тоже повезло. Попал в руки Анатолия Владимировича Покровского. Он был тогда президентом ассоциации Европейского общества сосудистых хирургов. Сосудистых хирургов? Да. Ну, то есть вообще такие, Да. ну, Я скажем так, подавил большие люди, да? руководство, я закончил ординатуру. Потом диссертацию написал после того, как вернулся на родину, кандидатскую под его руководством тоже. И когда кардиохирургия начинал, тоже моим учителем стал это Бакерия сам, Леонид Антонович Бакерия, моим учителем стал. Ну, это Поэтому такого человека вообще все знают, по-моему. учителя меня очень, конечно, счастливый человек в этом плане. А почему вы так думаете? Вам просто везет в это? Просто везет, случайно. Я никого не ходил специально к ним, не просил, просто вот так. В течение обстоятельств и вы Да, оказывались да, вот да, такие учителя. Мгм. Ну да, это действительно можно Так, сказать. это мы везение. кладем, да? Это мы кладем, аккуратненько вот так делаем. Очень хорошо нарезал Семен вообще. Спец чувствуется Спец. Семена похвалили. высокого класса. Семен Да. рад. Семен рад. Семен сегодня рад. Только хвалит. Редко кто хвалит, да? Делаешь что-то, тут работаешь, Да, коряжишься. да. Ну, терку и так Терочку. сюда сыр. Ага. Здесь сметана тоже надо, чуть-чуть. Можно, Еще да, сметанки? Да, пожалуйста. Сметану мы чуть-чуть. Семен, добавим, да, сметана? Да, Вот сейчас. так, сверху, вот капелька. Капельки. Я бы сказал, не спрашивайте. Ну, как- Нет, я Петру Ивановичу говорю. Он же как шеп, Поругает еще, да? шепотно. Зуб Так, сыр мы натираем, да? натираем. Может, туда, да. Я вот И сюда сверху. чистую. Потом зелень. И все. Зелень, И все, нарезать. практически. Всё, уже заканчиваем. Смею спросить, а картошки немало? Нет, да? Да, хватит. Хватит? Так. А вы, получается, вот это ваше любимое блюдо или есть еще что-то? Ну, любимое блюдо мое это суп. Обычный? Простой обычный суп. Ага. Да? Ну, А так, редко вот готовим такие. Вы как врач не можете сказать, что суп вредно? Ну, насчет этого я не могу сказать. Да? Мы на работе тоже обедаем суп. Да, что-то То типа сосуды забивает, холестерин и все такое. Ну это когда жирный. Ну, я, в принципе, я с этим не совсем согласен. Мгм. Человек должен двигаться.
все должно это сгорать физически. Мгм. Да. Если все А. сгорает, и если малоподвижный образ жизни, то тогда, конечно, там обязательно начинают откладывать, там все. Мгм. А так, я считаю, если ты занимаешься физическим трудом или там спортом, Мгм. ну, физкультурой хотя бы Соли. там, да, И перец. то можно употреблять. Чтобы ты- Чуть еще подсолим. Мгм. Суп. То есть у вас, получается, любимое блюдо якутский суп, обычный, да? Да, обычно. Или все супы Белый вообще? суп. Первое. Мгм. Так. Помните первую операцию свою? Да, первая операция практически у всех хирургов это аппендицит бывает, потому что это самое частое вот это заболевание попадает по дежурству, экстренная операция это. Мгм. И обычно чаще всего вот первая операция у меня тоже аппендицит был. Аппендицит. Да. Ну, вроде как бы считается самой простой, да? Ну, одной из таких. Ну, так говорят, но несложный. на самом деле, конечно, там Ага. бывают тоже осложнения всякие, но тем не менее, ну, считается, Сыром, да? да, все. Аппендицит вообще обычно же удаляют, когда уже там воспаление и все прочее, да? Ну да, А вообще, говорят же, вот я охотник, например, да, я могу в тайгу там на месяц, говорят, что ты, говорит, аппендицит себе не удалишь? Можно вообще так сделать? Нет, Заранее? Заранее не делается. Не рекомендуется, да? Если, Или вообще не если, делать? допустим, хронический там Ага. ставить диагноз, Ну, ставить воспаление. диагноз, да, там, ну, частые приступы были там и так далее. Мгм. Тогда можно там с целью профилактики, чтобы тайга не случилось, Ну, да. не произошло. Если не беспокоит, то Ну, это- не надо. Да, не надо. Ну, вроде как не И беспокоит, зелень, да? слава богу. Да, и это. Тоже сметанку чуть-чуть. Еще сметанки, Ага. пожалуйста. Так. Семена правильно делаем, да? Семена что-то молчит. Не-не-не, Видимо, всё видимо, не наблюдаю, так, всё что-то не слушаю, так. всё Все слушаю. хорошо. Все это расплавится. Хорошо? Да. Все будет нормально. Все будет хорошо. Так, и Очень зелень вкусно. шинкуем, да? Да, шинкуем и сюда сверху. Все. И сверху закроем этим Фольгой, да? фольгой. Потом в конце минут на 5 откроем фольгу. Мгм. Чтобы Подержим. это, Да, румянец будет, чтобы румянец, чтобы наступил. положь. Вот это. Сметана чуть-чуть густоватая, конечно, деревенская поэтому. Мгм. Так, зелень. Зелени много. Ага, ну зелень. Так, сейчас семен на свое усмотрение. Так, ага. И красота наступила. Красота. Я думаю, достаточно. Так, Так, ну Так, давайте вот зелень фольгу, всё да? высыпали. Фольгой Зелень. закроем. Зелень, Всё, да, всё. доложили. Мгм. и фольга нам нужна. Да, Зелень фольга. не маловато? Чуть-чуть. Еще можно, да? Чуть-чуть, давайте. Это ваш рецепт, потому что я не спорю. да. Я обычно всегда говорю, якут траву не ест, но кладите. Не, Пилите, Шура, пилите. Кладите, Давайте, да? Семен, Так, кладите. и Фольга. фольгой сейчас накрываем. едят траву. Сейчас едят, да, уже. Сейчас уже обязательно. Ага. Оп. О, Вот так. Так, еще Оттягиваем. Ага. Так вот, так, одеяльце, Вот да? так, да? Да, давайте я сейчас, Ага, давайте я давайте, аккуратненько так, это ага. сделаю. Подобьем уголочки, чтобы у нас все плотненько было. Что? Отлично. Так, и Технично. мы даже, кстати, масло ничего не добавляли. А сыр, мы сыр же положили. Нет, на противень мы масло А, даже не, ну лили. у нас сметанка, я не Да. думаю, что она должна, может прилипнуть. Ну, чуть-чуть прилипнет, отскребем. А, Не, я думаю, она не пролит. да, сметана сначала надо было чуть-чуть там помазать сметаной. Не, вот сметана, мне кажется, это. Я думаю, когда тепловой процесс Тип-топчик. пойдет, Это получается такой этот контейнер. Давайте я поставлю. сейчас. Нет, давайте лучше я. Да? Обожжетесь. Я тут Ага. лучше. Духовка у нас предварительно нагрета. Я 180 градусов, и мы кладем на минут 20. Да. минут 20 и за неспешными. Все правильно? Она Надо всё равно руку закрыта. руками. Так. Лучше подобьем.
Все, можно закрывать. Засекаем время. Время засекаем. Да, и ждем. А за ожиданием следующий вопрос. Петр Иванович, вы основатель отделения кардиохирургии, да? То есть получается, что до этого вообще как такового не было. И вы первый человек, который в дальневосточном регионе сделал первую пересадку сердца. Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы к этому пришли? Ну, вообще вот Опыт коллег еще, да, можете рассказать? кардиохирургия – это очень такое сложное направление, Да. тяжелое сложное направление. Сразу, как говорится, кардиохирургом не становится. Допустим, Семен на повара 8 лет учился, Мгм. а на кардиохирурга лет 15 надо учиться. Чтобы допуск уже получить. Да, ну это в Америке, Ага. потому что после окончания, получения диплома врача, именно обязательно требуется 5 лет работать общим хирургом, Мгм. а потом 5 лет обучения в ординатуре у них, там 5 лет, и 5 лет он ассистенция, не имеет права самостоятельно операцию делать. Это Ну, проходит то есть- 15 лет, это где-то лет 35 имеет право уже проводить самостоятельные операции. Так, глядишь, и жизнь пройдет уже. Вот Нет, ну, такая действительно, система. да. Ага. Ну, Россия немножко... То есть, получается, то молодых кардиохирургов не бывает практически уже. Ну, Если- это в учиться, Америке учиться, по да. требованию. Да, да, А да. в России, конечно, сейчас система такая, что можно поступать в ординатуру после окончания Мгм. вуза сразу. И После бакалавра. Да, поэтому у нас сейчас очень много молодых кардиохирургов. Мгм. Кстати, у меня хирургы все молодые, кроме меня. Очень талантливые ребята, молодцы, я очень доволен ими. Очень, большинство кандидатов наук и все имеют высшие категории кардиохирурга. Мгм. Уже имеют. То есть получается, Поэтому- что они и работают, и дополнительно еще продолжают учиться, что, ну, то есть, если кандидатскую еще Ну да, защищать. естественно, конечно, да. М. Параллельно уже занимается наукой. М. И да, такой. У нас центр очень такой оснащенный, современный, поэтому если почва хорошая, чтобы заниматься Это получается наукой. новые методы лечения, новые Да, какие-то хирургические там, да? или- Оборудование, аппаратура, все А. вещи, там все. Ага. Поэтому возможность заниматься наукой вполне М. достаточно на мировом уровне, так сказать. Мгм. Вот. Поэтому это очень меня радует, что у нас большое будущее нашей кардиохирургии. Тем более у нас вот скоро новый центр войдет в строй, кардиососудистый центр строится Да. на 150 коек. Мгм. Вот на днях открытие будет. М. Да. Это очень хорошая новость, приятная. Мы ожидаем эти радостные события с большим вдохновением. Ну, Будет здорово, большой да. праздник. Большой праздник для вас. Ага. Ага. И приготовим тоже рыбу. И рыбу. Так, ну у вас тогда получается репетиция к этому как раз. Ну да, 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 как да. раз Тем более, об Семен сейчас этом очень, я да, подумал. какие-то такие, Я- может быть, изюминки, штрихи добавить, да? Да, хочу удивить своих коллег. Ну, круто. Видите, какое у вас это День праздника. новое, Да. новое вдохновение. Ага. А расскажите, пожалуйста, вот про это, про пересадку. Для меня Ну, вообще, ну, ага. я знаю, что в газетах, там, да, в интернете читаю, что практически уже любой орган в человеческом организме можно поменять. Кроме мозга, по-моему, и еще что-то, да? Ну вот сердце Ну да, уже... вот в свое время Владимир Иванович Бураковский, великий кардиохирург, основатель Бакулевского института, он говорил, что кардиохирургия – это вообще вершина всей хирургии, говорил в свое время, да? А пересадка сердца – это вообще вершина кардиохирургии, всей кардиохирургии. То есть там, почему так говорят, потому что там применяют все. Очень много участников, начиная от лабораторной там, диагностики, да, там, на совместимость и так далее, и кончая вот исполнителем этой операции. Да. Очень много там людей принимают участие, поэтому, как говорится, даже вот Петровский тоже операцию на сердце сравнил с полетом в космос, потому что там подключается аппарат искусственного кровообращения, Ну да, ну, да, там да. очень много параметров, надо следить, там все это там, как бы это, ну, не так просто, да, вот, все эти данные постоянно следить, параметры отрегулировать, там, корректировать, все это. Вершина Да, сложности. да, потом операция заканчивается, как будто уже все отключается, как будто корабль идет на посадку. Вот ну, так сравнение. Не, ну у меня в голове не укладывается. Ага. Ну, то есть, все-таки, как бы не прискорбно это звучало, но все равно донор это же Да. уже, ну, не живой человек, да, получается. Да. Чье-то сердце, чужое,
Ну да, тут Да и- очень много вопросов, да, вот вы правильно заметили, это, юридическая сторона тоже Ну, очень такая. это да, еще, да, ладно, да. мы обошли, да, закон, Да. допустим, позволяет это делать, но Мгм. все равно какое-то такое, ну, чисто по-человечески, да. Психологически очень, конечно, Психологически, всё да. это надо быть уверенным, что ты это делаешь с целью спасения жизни другого человека, который Ну, умирает. То есть тот человек уже, ну, как Да. говорится, хотя бы своей жизнью уже, ну не своей жизнью, он уже умирает практически, да. И тут сердце берется и другому пересаживает. Нет, Ну, он у меня уже, он уже умер, там констатация смерти Ага. проводится, именно мозга, смерть мозга. Да. После этого только. Да, а сердце уже как бы Там, да, функционирующее. момент подписания этого соглашения, и представители прокуратуры присутствуют и так далее. Мгм. Все это соблюдается. Мгм. Поэтому- Ну, само собой, да. Ну, вообще же кратчайшее время, наверное, нужно, да? Я читал, по-моему, 4 часа, что ли, да, всего на всего дается. Дается, да, максимум 4 часа. Максимум, Да, ну. мы сделали за 2,5 часа. Ну, это нормально, уложились по времени, все это. Быстро. Очуметь. Да. Там же Да. куча Ну, всего. Конечно, вот операция на сердце очень такое вот, оставляет след, ну, для хирурга, исполнителя, да, очень Мгм. такое. Если операцию удачно прошел, ты получаешь такое неописуемое удовольствие, такое, Мгм. как ну, такое блаженное состояние входишь. Вбросы- Хотя вбросы адреналина не- да, не- устаешь очень сильно, но тем не менее ты испытываешь такое большое удовлетворение. Когда мы первую операцию закончили, вот в 2000 году на сердце сделали, Кузьмарич Колосов, он на аппарат искусственного кровообращения, тоже первый, он внедрил здесь в нашей Мгм. Якутии. И когда выходили с операционной, он заднее полисантроз сделал. Подпрыгнул, либо так поворот сделал. От радости. восторга. А, От восторга, что такой, мы- «Yes, получилось, да. да, я и все. Мы так все удивились. Вот такой вот. Это круче, наверное, чем в финале чемпионата мира гол забить. Победный. Или Олимпиаду выиграть, да, ну, Да, вот, да. допустим, винит. А Вот тут такой- человеку жизнь Слушай, спасаешь. да, может быть, это как бы наивно звучит, да, но вопрос такой. Говорят же, ну, я люблю тебя всем сердцем. Ну, допустим, человеку пересадили чужое сердце, и он может там другого человека начать любить или как? Ну, это, конечно, Это всё- меняется Нет, физиология? это ничего не меняется. Конечно, Да? это все Он равно. даже не знает. Да, да. Человека все равно мозгу остается, что именно сердце вот на первом плане. Он Ага. всегда как будто слушает сердце, Ага. советует сердце. Всегда же говорят. Да, сердце да, мое да, да, чувствует, да. сердце Пусть мое тебе говорит. твое сердце твое подскажет, Да, да. да, да. Но все равно все-таки управляет там мозг, наверное. Да, да, да. Я с не этим- думаю, что, допустим, если с мне этим- сердце с этим пересадят, со- я там жену забуду. Да, с этим согласен, но человека понятие именно вот то, что сердце вот Другое. как бы первичное вот остается всегда в памяти, ну, в сознании человека такое Мгм. остается. Даже мы знаем, где душа человека находится, там, ну, на сердце, там, ну, примерно. Где? Великие хирурги нам показывали, вот здесь находится, между этим верхней полой вены и аортой, там есть зона, Мгм. ну, там обычно находится это синус, который дает ритм, Мгм. и ритм сердца, ну, узел такой, да, Мгм. и это считается душой человека. Душа Мгм. человека там находится. Ну, хотя это тоже Ну, же... шутку говорят. Ну шутку, да, 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 да. но это же тоже субъективное Когда- понятие, которое Да, ну, когда не вот доказано. молодым этим ребятам тоже мы показываем, вот тут душа душа, человека. Во время операции прямо. Во время- ну, так, шутка. Шутка. да. Бывает. Да-да-да. Кстати, насчет шуток. У медиков же своеобразный юмор. Ну да. Да, он есть. У всех есть чувство юмора, да, ну вот Ну, говорят, у свой- медиков... Своеобразный юмор, да. Да? Может, какой-то анекдот расскажете такой про медиков? Анекдот, Ну или такой забавный случай, может, такой есть. забавные случаи бывает, конечно, много. Это мы, когда в городской хирургии работали, там, туда привозили этих укушенных, с укушенными ранами. М, Потому что там антирабическая сетка, ну, просто бешенство. Мы да. делали профилактику, укол и вот с ранами там, да. Мгм. Вот, переведенного подростка там, укушенная рана, это губы, такая большая рана, и рана считается инфицированной, и нельзя зашивать пока, открыто надо вести, типа там, да. Так. А там доктор, мой друг, взял, да, зашил, ну, жалко ребенка, ну, чтобы это, там зубы там видны, все там, такая большая рваная рана, Мгм. он зашил. И его там утром на конференцию ругают, зачем ты так сделал?
нельзя, по канонам хирургии нельзя зашивать там, Мгм. там держишь. А он говорит, чтобы не порусило, говорит, не порусило, болтает его, Да-да-да. оторванная губа. Но он, на удивление, все хорошо зажило. Мгм. Правда, рубчик остался, конечно, но тем не менее, это результат очень хороший был. Ну да, Бывают я такие случаи, да? понимаю, что это граница немножко с черным юмором, да, Да. все-таки там. Ну, не черный, но радостный. Ну да, Результат да. хороший. Нет, я имею в виду у врачей все-таки там, да, кровь и все прочее. То есть не каждый человек, да. Я, например, при виде крови сразу начинаю вот так сознание терять, там, ноги подкашиваются. да, Это конечно. нормальное же явление, Ну, когда много крови и все прочее. Тем более своей. Ну, многие падают при виде крови, это когда первый раз видят. Да, Но много. это со временем проходит, когда человек, именно если имеет желание стать врачом или хирургом, там все это преодолевает Мгм. и становится, конечно. Ну, то есть начинаешь более Да, но психологически. некоторые, конечно, уходят навсегда уже от хирургии. Ну то есть не могут и все. Не могут и все. А вот если так, то там, ну, это, как сказать, не хирургия, ну, в кабинете сидит лор-врач там или терапевт, окулист. Ну да, вот врачебных профессий очень много. Там диагностика, там очень, Можно же вообще перевестись, очень, да, да, как-то? выбора очень много. Чтобы врачом Перевестись. стать, это очень много. Диагностика, там, лечебная физкультура, вся. Диапазон очень большой. Ну, поэтому вообще медиков же, ну, самая насколько, такая насколько мне профессия. известно, делят на две категории. Те, которые хирурги режут, и те, которые не режут. Да, Так? да, Примерно так. Примерно так. Да, классификация такая. Ага. Если Да, да. грубо сказать, Ага. примерно так, да? Да, да. Как раз про хирургов так и говорят. Очень мало знают, но очень много работают. Очень молодцы. А те, которые больше, допустим, То да, есть да. смысл в том, что только резан умеет. Типа Ну так. да, типа ампутировать. Ага. Вот такой анекдот типа есть. Да-да-да. Я тоже очень много знаю про хирургов анекдотов, но, наверное, не буду рассказывать. Ну да. Потом за передачей расскажу. Конечно, Они смешные. будет Так, время. Да. Вот. Так, сколько минут там прошло? 15 минут. Я вот время засекаю. 17 минут, 17 минут? да. Ну 15, 17. Ну, через 20 минут тогда мы это фольгу откроем, да? Да. И нет. потом добавим. Да. Петр Иванович, вы сказали, что вы везучий человек, у вас очень хорошие учителя были, да? А есть на кого вы равняетесь или с кем вы восхищаетесь, ну вот в вашей профессии или вообще по жизни? Какой-нибудь такой гуру, идол, может быть, какой? Ну, особо таких, у меня такой-то обобщенный такой, всех этих собираю, у каждого свои какие-то стороны, чисто вот, которые можно подражать. Есть стороны, которые, ну, не обязательно подражать. Вот. Ну, у меня обобщенный такой. Но я всегда смотрю вот этих своих, смотрю на своих учителей, и вот, ну, даже вот поведение, как они держатся, как они говорят, как они разговаривают. Много вот не перенимаешь, конечно. Особенно вот по профессии, по своей профессии. А вы верите в жизнь после смерти? Хочется верить, но не знаю. Не знаю, да вообще никто не знает, да? Да. Нет, ну, допустим, бывает же клиническая смерть, да? Многие Ага. говорят, что там, да, там свет в конце тоннеля, ну, Да, вот да, какие-то про это такие... много говорят, да. Да, много говорят, что которые пережили клиническую смерть, потом вернулись, да, ну, то есть побывал одной ногой на том свете и все прочее, да. Ну, какие-то такие моменты, ну, то есть... Да, даже вот проводились научная работа, но у людей, у которых вот, перенесли клиническую смерть, тоже там, когда опрашивают, они рассказывают, как будто они куда-то там летели в какую-то сторону, потом обратно прилетели. Ну, такое Да, как будто душа вылетела Да. и обратно залетела. Да. А чуть ли не там были исследования, что вот человек лежит на операционном столе, умирает и Ага. становится легче там, ну, то ли на 3 грамма, то ли еще на что-то. Ну, я не знаю, кто этим занимался, это, ну, что типа душа весит 3 грамма. Ну, что это вот. Надо верить, наверное. Лучше верить. Но легче жить будет. Ну да, что С мы все надеждой. правильно Надеждой. делаем и полетим вот Ну да. на небеса, да? С надеждой на будущее, как говорится. Надежда на будущее. Вот я тоже задам такой вопрос, да? Наверное, многих наших телезрителей заинтересует вопрос профилактика, да? Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Что нужно делать, да? Ну, это очень просто. Не Так. заниматься перееданием, в первую Первое. очередь, да. И двигаться больше, двигаться надо будет, движение. Постоянно двигаться надо будет. Ходить, там, бегать. Каждый по своему самочувствию, да, если там человек, конечно,
в возрасте он, ему ходить надо. Да. Если молодой, то надо бегать. Движение. Так я в настольный теннис играю, я Вредный, молодой. да, теннис, настольный теннис, все это очень сжигает все лишние жиры, лишний холестерин, сгорает. Мгм. Вот. И вредные привычки надо. Это, Исключить или исключить, или уменьшить? исключить. Или уменьшить? исключить. Исключить. Ага. Не курить, да, Ага. допустим, да. Ну, Семен, наверное, знает, что такое это, как еда, насчет еды. Ну да, потому что мы тоже изучали там жиры, углеводы, Мгм. что как это может влиять тоже. Потому что, например, когда у меня, например, идет мастер-класс, я его интересуюсь, есть ли у гостей аллергия на что-нибудь, потому что ну я да, должен да. Что знать. можно, что нельзя. Да. Мгм. Бывают люди, которые по состоянию здоровья не могут есть ту или иную пищу. Ну. Из этого приходится для индивидуального человека Мгм. приготовить там совсем простые, но вкусные блюда. Ну, допустим, стол номер 5, типа, да? Да. Да. И как бы, Ну, это движение самое важное. да. Двигаться надо. М. Особо сильно не ограничивать себя. Движение Мое жизни. мнение такое, да. Чем больше двигаешься, тем меньше Именно, угрозы, что заболеешь. Умеренное движение, да, постоянное движение, Постоянное но движение. умеренное. тоже говорят, сильные большие нагрузки. Регулярные Да, движения. регулярные. Некоторые вот, да, соглашаются, потом только по выходным, там, один день там. А, ну да. Один день с утра до вечера. Так не надо Спортзал делать. и все. Типа. Ага. А так каждый день регулярно по нагрузке. Медленно, но верно. Да, да, вот именно. Ну, вообще, я Регулярно. считаю, что в день для того, чтобы быть здоровым, надо 3 раза пропотеть. Мгм. Хотя бы чуть-чуть. Ну да, вот Ну именно. да, ну то есть токсины выводятся и все прочее. Я прав? Прав. Да? Правильно, да? Ну, слава богу. Потому что Молодец. всегда же думаешь, ну вот, да что я делаю не так? Либо там делаешь и думаешь, ну чтобы кто-то там, который для тебя авторитет, подтвердил твои слова. Это тоже же очень же важно. Да, да. По жизни всегда же так. Ну, то есть, все ли я делаю правильно, вот эти моменты. А вы следите сами за питанием? Особо не слежу. А по вам не скажешь. Да. Ага, я просто люблю физический труд. Мгм. На даче там люблю много там, снег убирать, там, каждый день нагрузку. М. Обычно после работы туда с внучкой беру с собой. И там каждый день движений у меня получается. Так что недавно я вот сдавал холестерин в норме. Потом даже вот коронографию сделал, сосуды проверили. М. Тоже чисто, Всё хорошо. коронарные артерии чистые. Да, и все меня спрашивают, какие таблетки принимаешь? А я Да. никакие не Какой принимаю. кардиомагнил, да? На самом деле секрет движений. А. Секрет движения. Ну и генетика, скорее всего. Но А это же тоже генетика тоже имеет роль. Да. Очень важно тоже иметь. М. Тоже. И у кого генетика такая, так сказать, анамнезе есть, родственники, то надо, конечно, уже Следить, да. следить за холестерином и так далее. Мгм. Вот. Петр Иванович, ну, представьте сценарий такой, да. Вдруг вы не стали хирургом. Ну, вдруг там другую профессию. Кем бы вы, может быть, стали? Вы же говорили, что да. Ну, На клонности художественном, да? я или- думаю, я люблю строить. А. Да. На даче я там сколько настроений, построек сделал, меня ругает. А Кто ругает? Кто посмел? Семья ругает. А, да. Нет, чтобы купить, Да, говорят, я это- там построил, 3 беседки построил на одной О, территории. Зимний типа, вариант, зимний вариант, Ага. осенний вариант, вообще открытый. и летний вариант. А надо же. Три Чаи пить, специальная беседка, Что да? там столько строить? Ну. Мне просто нравится строить, я построил. Там времени туда ходить особо нету, конечно. Мгм. Вот беседку-то. Некогда ходить. М. Но А зато так построили. построил. Поэтому я думаю, строителем, наверное, стал бы хорошим. Ну, Супруга, наверное, ругает. и говорит, Ну просто зачем спрашивать, зачем так много? зачем это третья беседка? это жизнь, да? Так, как говорится, да. Такое до смешного дела доходит. по конечно. бокам 3 забора, да? Так, ну что ж, Ну что, наше время подошло. аккуратно, там рукавицы есть. Да. Я знаю, я Теперь специально это подготовил. Зеленые. Надо фольгу снять, Да, мы сейчас. А, фольгу снимаем мы. да, Да. потом минут на 5 поставим, и все будет хорошо.
О, Аккуратно. мгм. Фольгу Красота, да? убираем. Слушай, сыровато. Как запах есть? Да, есть. Сыр растаял. Сыровато, да? Ага, ну мы сейчас Тут добавить надо. сделаем И на гриль, да? Или как? Насколько стояло? 20 минут. Хай, Семен, Чё? наше положенное время. Да, у нас осталось буквально 2-3 минутки. Да. Так, у нас тарелки у нас готовы. Сервировка готова. Да. Вилочки я подготовлю. Вилочки. Сейчас мы достанем. Ну и доставать уже, да? Да, сейчас буквально. Подготовим все. Будут. Да. А, Нет, мы вашего, просто сейчас- вашего, да? Сейчас я попью. А, Ага. так, что мы отложим? Давайте. Итак, торжественный момент. Так. Что же у нас получилось? Осторожно. Сейчас жаром может отдать. О, Так, мне разрешается фотку сделать. Все, давай, Семен. Мы это дело. Давай тарелку. Петр Иванович, вооружайтесь вилкой. Так, следующая тарелочка. Так. И еще один кусочек. Ну что ж, еще приятного аппетита. Да, друзья, давайте давайте мы ты пока отложим Можно. сюда. кинем. И все. Вся прелесть в том, что обязательно нужно пробовать. Запах такой идет. Да. Так, я все-таки подрежу. Ну как? Отлично, по-домашнему. Просто и вкусно. Ну, хочется воскликнуть. Просто вкусно, Петр Иванович. Мому невкусно не бывает. Ну да, как говорится, рыбу сложно испортить, да? Ой. Отлично. Все отлично. Ну что ж, друзья, у нас все получилось, все вкусно, просто и вкусно, как говорится, да? Петр Иванович, спасибо вам большое. Хочу вам предоставить слово, да, нашим телезрителям. Вот на эту камеру, пожалуйста. Дорогие телезрители, большое спасибо за внимание, за то, что посмотрели нашу передачу. Всем желаю всегда иметь приятный аппетит, желание хорошо жить, стремление к этому, это очень важно. И самое главное, удачи во всех делах, здоровья, благополучия. Будьте здоровы, приятного аппетита. Ну что ж, а на этом мы потихоньку с вами прощаемся. Я Петр Цепандин, Семен Тарвахов, Петр Иванович Захаров. Спасибо. Да, спасибо, что были сегодня гостем. Всего доброго, друзья, мирного неба над головой, а мы продолжаем кушать, как говорится.